Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли кражу денег в Нерингре. О происшествии сообщила местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили 60 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, которая оказалась ранее судимая за кражу 21-летней уроженка Амурской области. Выяснилось, что подозреваемая некоторое время проживала у потерпевшей. Вскоре она решила вернуться в родной город, но денег на дорогу у нее не было. Улучив момент, когда хозяйка квартиры спала, злоумышленница украла деньги из сумки потерпевшей, затем вызвала такси и уехала в Благовещенск, где и была задержана. За это время часть денег она успела потратить, часть возвращена заявительнице. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый якутянин подозревается в краже норковой шапки. Потерпевший рассказал, что познакомился в автовокзале с мужчиной и пригласил его к себе домой, чтобы отметить знакомство. После застолья потерпевший уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие нового знакомого и своей норковой шапки. В ходе осмотра места происшествия оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили, что злоумышленник оставил в чужой квартире свою квитанцию об оплате административного штрафа, где были указаны его данные. Вскоре местонахождение подозреваемого было установлено. Им оказался неоднократно судимый за кражи 34-летний мужчина. Похищенную шапку он продал прохожим за 500 рублей. Мужчина подозревается в незаконном обороте особо ценного дикого животного – белого медведя. В начале октября прошлого года в полицию Нижнеколымского района поступило сообщение от Министерства экологии республики о том, что на берегу реки Колымы в 18 километрах от села Походского обнаружена туша белого медведя со следами огнестрельного ранения. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Однако в указанном месте туша дикого животного уже отсутствовала. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уже в марте этого года сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции отделения МВД поступила информация о распространении в мессенджерах фотоснимков, на которых была запечатлена выделанная шкура белого медведя. Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель села Анюйска Чукотского автономного округа, который дал признательные показания. По предварительным данным, мужчина обнаружил тушу медведя во время рыбалки. Разделав ее, он забрал шкуру, а мясо выбросил в реку. Полицейские раскрыли мошенничество под предлогом изготовления мебели в Якутии. Подозреваемый – директор одной из организаций по изготовлению мебели. Полицейские выяснили, что в июле и августе прошлого года ранее судимый за растрату 34-летний житель Якутска, являясь директором фирмы по изготовлению и установке корпусной мебели на заказ, заключил с 3 потерпевшими договоры на изготовление и монтаж кухонных гарнитур по индивидуальным размерам. Он убеждал своих клиентов в том, что компания имеет солидный опыт работы в этой сфере и свое собственное производство. Мужчина выезжал на адреса, делал замеры, предлагал широкий выбор гарнитуры и материалов отделки для мебели. Согласившись, граждане передавали ему в качестве предоплаты большую часть стоимости заказа. Впоследствии подозреваемый свои обязательства не выполнял и переставал выходить с заказчиками на связь. Общая сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей. Жительница Аймиконского района подозревается в хищении денег с банковской карты. Потерпевший гостил у знакомых, где распивал спиртное. После застолья мужчина ушел домой, но при этом оставил свой сотовый телефон. Подозреваемая, воспользовавшись ситуацией, решила похитить деньги с его банковского счета. Ранее она узнала, что в качестве пароля от приложения мобильного банка потерпевший использует дату своего рождения. Женщина перевела все деньги с карты на счет знакомого. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Житель Анабарского района осужден за обезображивание лица племянницы. По информации прокуратуры, в октябре прошлого года пьяный подсудимый из-за того, что племянница пролила стакан с водкой, взял в руки этот стакан и ударил ее по лицу. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки инспектору ДПС в отношении механика одной из топливных компаний. Мужчина сопровождал из поселка Нижний Бестях в поселок Звездочка Усьмайского района грузовик с прицепом, который не имел специального разрешения для передвижения по автодороге. В селе Мая его остановил инспектор. В связи с отсутствием специального разрешения для передвижения по автодороге водителя для составления протокола об административном правонарушении пригласили в служебную машину. Увидев это, механик предложил инспектору отпустить их и попытался дать взятку в сумме 20 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался и сообщил о произошедшем руководству. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.